Добрый день, уважаемые слушатели. Мы сегодня будем говорить про очень близкую тему для всех нас. Лекция называется «Алас из века в век». Этот проект у нас исторического факультета. Этот проект называется «Алас из века в век». Это онлайн-курс для слушателей, которые интересуются историей Якутии. Наша команда молодых историков начинает цикл лекций касательно истории того, как человек живет в Аласах. Мы начинаем эпохи неолита, это археология. У нас археологией занимается Пестерова Кюнэ Айдаровна, она будет раскрывать вот эту тему. Прокопьева Александра Николаевна, она берет очень интересный период, очень актуальный период, методику исследования жизни человека в условиях, аласных условиях. Это вот палеоэтнография, палеоэтнология, палеоэтнография. Следующий этап раскрытия темы — это этнографическое время, это 17, 18, 19 век, вот как раз появление, становление традиционной якутской культуры. Это будет читать лекцию Яковлева Капиталина Максимовна. Но основной акцент, конечно, мы будем делать на то, как развивается якутская культура в Аласах. Что такое Алас? Алас — это очень интересное явление вообще в природе и в культуре. Если ты спросишь у биолога, географа, что такое Алас, он ответит по-другому. Если ты спросишь у историка, что такое Алас, он ответит отдельную тему. И, конечно, для каждого человека, который живет в Якутии, называет себя Минсахабын, якут, я живу в Якутии. Алас — это есть вот, такой колыбель культуры, то место, откуда он пошел. Алас — это термокарстовое образование, процесс оттайки многолетней мерзлоты. В Аласах у нас мы можем найти растительность, травы, которые мы можем наблюдать в степной зоне. Вы знаете о том, что Аласы это у нас обрамлены тайгой. Когда мы говорим о том, что есть суть якутская культура, на чем она держится, это ядро, конечно, скотоводческое и коноводческое. И понятно о том, что якуты — это самый северный тюркоязычный народ, самые северные скотоводы. Даже если я скажу арктические скотоводы, я, наверное, буду прав, потому что дальше, вот в Верхояне, например, да, нигде, по-моему, коров из лошадей не держат. Скотоводство в 19-20 веке, мы говорим о том, что оно было практически в таком же виде, как и в древние времена для истории Якутии, например, 17-18 век. Отгонное скотоводство, горизонтальное скотоводство, как отмечают наши ученые Аксакалы, Башарин, Гоголев, Алексеев, это у нас аласное скотоводство или кыпчакский тип хозяйствования. То есть есть некие вот локальные точки, где у нас развивается скотоводство. Это вот алас. Они бывают иногда огорожены в традиционное время. В советский период мы говорим о том, что огораживание, изгородями аласов у нас делали не внутри аласов, а вдоль, вот вокруг аласов, в лесной зоне, чтобы вот скот не разбегался. Но мы об этом будем говорить потом чуть-чуть. Алас, он является интересным тем для меня, для современных историков, которые занимаются вопросами трансформации традиционной культуры, тем, что Алас является таким памятником культурной памяти, да, вот примером культурной памяти. То есть когда якуты, которые живут в деревнях, в городах, когда якуты выезжают за пределы республики Саха-Якутия, живут в Центральной России или за пределами России, когда говорят о якутской культуре, когда говорят о том, что вот Минсахабын, там все равно, например, в культурном плане мы говорим о том, что да, вот изображение вот Аласа. То есть озеро, поле вокруг озера, тайга на фоне, и вот на этом Аласе пасутся коровы, лошади. Обязательно мы наблюдаем серке, балаган, урага. Вот это такие ядро, опорные точки, маркеры
которые раскрывают и понимают такое понятие, как культурная память. С конца 40-х, 50-е годы 20 века мы говорим о том, что появляются новые методы культуры жизнеобеспечения в якутских аласах. Прежде всего, это, конечно, мы говорим, это советские времена, это прежде всего мелиоративные работы. То есть это осушение аласов или, наоборот, обводнение, да, вот лиманное орошение, например, то есть закрывают талые воды, чтобы пастбища орошались. Начиная где-то с 50-х годов до 80-х годов мы говорим о том, что это вот такой рост, расцвет колхозов, совхозов. И все наши бабушки, дедушки, когда говорят, рассказывают про свою молодость, рассказывают, как они жили в аласах, это, конечно, история колхозов, история совхозов. То есть такая государственная система природопользования, вот, именно форма в сельском хозяйстве, как она существовала. Начиная с 90-х годов, конкретно с 92-го года даже, после того, как начинается размежевание колхозных земель, пастбищ, сенокосных угодий, мы с вами говорим о том, что сейчас формируется современный тип сельского хозяйства, современный тип скотоводства. Что такое современный тип? Чем он отличается от традиционного? Традиционное время скотоводства, мы говорим, держалось на такой системе, как сайлык-кыстык. То есть якуты жили вот, в круговом цикле жизни. Зимой выезжали в кыстык, а летом переезжали в сайлык. Вот этот образ жизни и вот то, что происходит с человеком вот в этом круге жизни, это является вот такой базис для существования традиционной культуры жизнеобеспечения. То есть жилище, пища, одежда, оно все было адаптировано и все одержалось вот именно на понятие сайлык-кыстык. Конечно, с 1917 года особенности 20-30-х годов, когда начинается строительство первых колхозов, вот эта система начинает рушиться. Окончательно она разрушилась в 50-е годы 20 века, когда появляются деревни. То есть Якутия — это есть уникальный регион, где сначала появляются города, а потом появляются деревни. Как появились деревни в аласах? Конечно, прежде всего это строительство большого хлева, где содержались скот. Понятно, да, то, что при коллективизации якуты, наши прабабушки, прадедушки уже объединяли свои хозяйства в одно хозяйство. Время было такое, да, и скот, лошади, инвентарь собирались в одном аласе. Но якуты традиционно жили отдельными семьями или группами семей, каких-то вот ближележащих аласах. И мы знаем, да, вот если посмотреть воспоминания наших дедушек, бабушек, вот как они шли из одного аласа в другой алас в школу. Да, вот. Иногда это расстояние доходило до 20-15 километров. Иногда это было вот, современным меркам, это вот другая деревня, да, например. Это вот шли учиться туда, потому что школа находилась там. Больница находилась в другом аласе. То есть это было в таком вот разбросанной организация пространства, скажем так, да. Но начиная где-то конца 40-х годов мы говорим о том, что начинается укрупнение колхозов. В чем это выражалось? Как раз все якутские семьи в деревнях, на слегах, они начинают объединяться в одну большую деревню. Ту деревню, которая существует сейчас. Какие критерии существовали для того, чтобы создать, построить новую деревню 70 лет назад? Прежде всего, это транспортные, коммуникационные какие-то вот, ну, да, вот, коммуникации. Я, например, помню вот, да, вот, село Мудагай. Это место, где была стоянка порта, ну, как маленький порт, да, получается, по Амге. Привозили грузы, и эти грузы распространяли по улусу. Есть Верхневилюйский улус, там, например, в аласах, место, где строят новую деревню 70 лет назад, еще раз повторяю, это был выбор сделан в пользу того, чтобы там мог садиться самолет. Именно коммуникации, транспортная связь, чтобы обеспечивать деревни на слега первым необходимым, выбирали именно вот удобный транспортный какой-то узел, да, вот такой, ну, маленький, но все-таки узел.
И вот там уже в этом Аласе начинает строить школы, клуб, фельдшерский пункт, администрацию. И потом уже начинается, первые жители начинают собираться вокруг вот таких административного центра. И так появляется наслег. И примерно где-то в это же время понятие наслег, негелек, он трансформируется в исторической памяти народа. И когда говорят наслег, сейчас современные дети, современные якутяне, якуты считают, что это деревня. Но на самом деле мы говорим о том, что наслег — это все-таки территориальное образование. Вот такой момент. Ну, а то уже начиная с 70-х, 80-х годов мы говорим о том, что из этих деревень, когда заканчивают полноценное среднее образование, якуты начинают переезжать в город. Ну, не массово, но все-таки переезжать в город для того, чтобы получить высшее образование. Так у нас начинается с 80-х, 90-х годов качественное изменение городского населения. То есть у нас начинается тот процесс, который называется этнизация городского пространства. И вот деревни, они, вот современные города, деревни, они разрушили традиционный образ жизни от кочевки или переезда, будем так говорить, да, в Сайлык и Кыстык. Вот эта система скотоводства, коневодства, она трансформировалась, изменилась, можно так сказать. Вот эта система Сайлык-Кыстык, она до сих пор не возрождена в таком масштабе, который существовало в традиционное время. То есть якуты как жили в деревнях, так они живут. Как идет процесс переезда, миграции в городскую среду, этот процесс идет. Но это все держится, опять же, как в Аласах. И народ Саха, якутяне, все говорят о том, что да, вот традиционная культура, место, где хранится культурная память, место, где хранится ядро традиционной культуры народа Саха, это Алас. И каждое лето якуты современные стараются своих детей отправлять в деревню бабушкам, дедушкам, чтобы они были максимально близки к такому феномену культурному, скажем так, да, уже как аласам, чтобы они бегали, пили парное молоко и росли и смотрели места, где жили их предки. И поэтому в 21 веке мы с вами говорим, в современном Аласе, он вместе с нами, и якуты до сих пор не теряют свои корни, и Алас является таким, очень таким красной нитью, которая соединяет и предков, которые жили в древности, и наших бабушек и дедушек, наших родителей, и нас с вами, и, надеюсь, наших детей в будущем. Спасибо.